Как известно, год благоустройства принял эстафету от года предпринимательства. По данным за 2015 налоговые поступления в бюджет от бизнеса составили 3 миллиарда рублей. Внимание к этой отрасли будет таким же пристальным и в текущем году. Сегодня государство старается всячески поддерживать новичков в этой сфере. Какие есть изменения и проблемы в отрасли предпринимательства, как нужно стараться вести дела в трудное для экономики время, наш корреспондент Розалия Борисова беседовала с опытным и начинающим представителями бизнеса. Налоговые и надзорные каникулы, пожалуй, не стали самыми ожидаемыми нововведениями в сфере бизнеса. Изменения должны дать толчок для развития дела отечественных бизнесменов. 2015 год в сфере предпринимательства принес немало приятных моментов. Разрешились многие вопросы. Количество занятых в сфере бизнеса якутян достигло 158 тысяч человек. Увеличены до 300 миллионов средства проектного инвестиционного финансирования. Начали выдавать займы до 5 миллионов рублей. Создан технопарк для Южной Якутии в городе Нерюнгри. Посредством взаимодействия муниципальных дошкольных учреждений и субъектов малого и среднего бизнеса создано более 1000 мест в детских садах. По итогам 2015 года у нас большая часть обращений, они как раз касались контроля и надзора. То есть мы участвовали и в судебных заседаниях, и выезжали на проверки выездные, да, поэтому здесь мы все права были защищены в полной мере. Ну, непростой период, конечно, но я слышу от предпринимателей, как-то по-другому начинают мыслить. Между тем остаются нерешенными многие вопросы. Одними из самых острых являются коммунальные. Высокие тарифы для юридических лиц являются больной темой уже не один год. Сейчас мы решили для себя принципиально, определились в течение полугодия, отрабатываем отдельно с каждым субъектом, отдельно с водоканалом, отдельно с Якутскэнерго, с Хатранснефтегазом, потому что там есть нормативное регулирование, ну вот, и вопросы, которые нужно вот стыковать. Ну, это касающиеся там и сокращения сроков, там, излишних административных барьеров, несогласованности, сложности с проектами планировки территории, со всеми этими, так сказать, вопросами, которые в конечном итоге тоже негативно отражаются вообще и на строительном секторе, которые тоже, в общем, тормозят бизнес. Но они не мешают сегодня предпринимателям открывать новые точки, начинать все с нуля. В том, что кризис – это лишь небольшая проверка и в большей степени возможность для реализации новых задумок, уверен Сергей Зырянов. Предприниматель в конце 90-х начинал с небольших 100 квадратов. Теперь компания занимает площадь в 15 раз больше стартовой. Ежедневно с цехов вывозится больше 5 тонн разной продукции. За плечами бизнесмена 3 кризиса. Каждая приносила с собой не затраты, а новые идеи. Мы с самого начала, мы никогда не работали ни с банками и всегда работали на собственных оборотных средствах. Всегда. Ни разу ни одного кредита в банке так и не получили, и оно нам фактически не нужно. Вот. Приближается кризис, мы все деньги вкладываем в сырье, все, что нужно, мы оборудование покупаем. Ну, в кризис главное деньги не потерять и клиентов. Вот сейчас кризис, мы даже цены не поднимаем, даже на новогодние торты не поднимали, потому что покупательская способность падает, а если поднять цены, то и мы все равно потеряем. О том, что все должно быть продано и не только внутри республики, задумался давно и Сергей Харченков. Он первым начал производить консервированные продукты в Якутии, и сегодня в этой сфере он единственный. Чтобы внедрить новое, найти и заслужить доверие покупателей, ушли годы. Сырье для джемов и консервов добывается и собирается исключительно в Якутии. Сейчас задействованы заречные и северные районы. В скором времени собирать ягоду для якутского джема будут по всей республике. Компания уже прочно заняла свою нишу среди производителей консервированных продуктов. Якутские ягоды оценили и в других субъектах страны. У нас, значит, одна из задач – это сделать так, чтобы, оплачивая ведь эту продукцию, будет приобретать потребитель на внешнем рынке, в той же самой Москве, вот, в Ленинграде, в Новосибирске. И оплачивая каждую баночку произведенной продукции, он тем самым будет оплачивать труд нашего селянина. И тогда получается, что не только вот городские жители будут участвовать в этом процессе нашей республики, но и будет приток денежных ресурсов извне региона, который пойдет на улучшение, значит, условий жизни сельского и северного населения, который пойдет на, так скажем,
в экономику нашей республики. И эти объемы могут быть значительны. Сфера бизнеса вносит один из основных вкладов в бюджет Якутии. Развитие предпринимательства прямо пропорционально росту экономики в целом. Сегодняшняя ситуация не самым позитивным образом влияет на бизнес. Но на помощь приходят и господдержка, и бизнес-инкубаторы, преференции и послабления разного рода. Но в конечном счете на вопрос, что влияет на успешный бизнес, ответ у предпринимателя один – умение видеть возможности среди трудностей. Розалия Борисова, Айтал Никитин, Семен Афанасьев, Якутия. День за днем.